Это первые кадры, снятые после взрыва в Икажево в минувший вторник. На небольшом заводе по производству пеплоблоков произошел мощный хлопок, повлекший смерть 3 рабочих. Причиной могла стать утечка газа, считают специалисты. Этот и другие случаи послужили еще одним поводом для проверки газового оборудования жителей многоквартирных домов. Самое частое нарушение – это установка вытяжных систем с помощью гофрированных соединений. Почти у каждого окна, а порой и в самих окнах многоквартирных домов, можно увидеть трубы, торчащие на улицу. Все они выведены с нарушениями, начиная от горизонтального расположения и заканчивая материалом. Согласно ГОСТу, такие трубы должны быть из нержавеющей стали. В случае нарушения фиксируем, что вот именно в данной квартире это есть. Самому хозяину объясняем, что может отравление угарным, что скопление газа может быть, это рискованно, что они рискуют жизнью своей, здоровью. Газовая служба также фиксирует. В дальнейшем уже передается контролеру, который также будет смотреть, устранили или нет. Проверка соединений на предмет утечки газа и наличия тяги в дымоходах. Голубое топливо может потихоньку скапливаться в помещении, и вовремя распознать опасность не всегда получается. В ванной помещении при проверке наблюдается, что где-то ставят котлы, газовые горелки. Если угар будет, там при 1% угарного газа наступает летальный исход. Допустим, если в ванных помещениях стоят котлы, мы выписываем акт отключения и отдаем абоненту. Абонент расписывает и уведомляем его, что нельзя ставить в ванное помещение котлы. Сегодняшняя проверка – это профилактическая мера безопасности граждан. В то же время жильцы многоквартирного дома должны своевременно заключить договор с газовиками по обслуживанию внутридомового газового оборудования. Специалисты газовой компании приходят, проверяют оборудование. То есть это газовый плиту, котел. Если же он вышел из строя, или же у него есть какая-то поломка, то он тут же указывает, в чем поломка, в чем суть, и не дает ему договор о поставке газа. То есть он ему отказывает до тех пор, пока он не устранит все замечания. Такие проверки будут проводиться и дальше, в том числе в частном секторе, где нарушений также немало. По итогам проверки были выявлены ряд нарушений, и жильцам квартир предписано устранить недочеты в кратчайшие сроки. В противном случае за халатное отношение придется отвечать рублем. Постоянные проверки и ужесточение норм – это вынужденные меры вследствие участившихся несчастных случаев. Поэтому МЧС и газовые службы просят людей ответственно подойти к эксплуатации газового оборудования. Ведь это залог безопасности не только хозяев, но и их соседей. Михаил Тангиев, Гилань Агасиев, Новости 24.